Меня зовут Елизавета Светлана Андреевна. Родилась я в Уламбаторе. Отец у меня был военный. До 8 лет мы жили в Монголии. А когда началась война, отцу дали 24 часа, чтобы вывезти семью. И нас он посадил на полуторку, как в то время, и привез в Кяхту. Оставил в Кяхте, а сам уехал воевать. Потом военкомат нас перевел в Улан-Удэ, дали нам квартиру. И мы жили всю жизнь в Улан-Удэ. Ехать он никуда не собирался, потому что его молодость прошла в Монголии. Военный, знаете, как там бывает. Есть приказ, и все, хочешь, не хочешь, исполняй. Когда мы приехали в Улан-Удэ, мне было 8 лет. И я сразу пошла в 4-ю школу. Потому что 4-я школа, мы жили на Смолиной улице, и 4-я школа была на Смолиной. Потому что мы приехали, не знали, что, как. Отца же нет, отец ушел в армию. И вот закончила 7-летку в 4-й школе. А потом, после 8 класс, пошла в 3-ю школу. 4-я школа, нас подростки мы были. А мать, когда она поступила работать, так как она в Монголии вышивала, занималась национальной вышивкой. Приехала сюда, пришла, вот по Кировой улице находится труд. Ей предложили, что вот давай, приняли ее. Она там шила обмундирование. И потом, когда в 43-м году стали погоны солдатам давать, вот она принесет штук 50. А нас было 3. Нас 2 посадят, и мы клеили вот эти погоны. А в семье нас было 3 человека. Сестра старшая, я и младший брат. И до конца войны мы так жили. Она работала, потом стали обмундирование шить военным. В общем, она работала на армию. Так как она умела шить, а в то время, видно, было плохо, кто умел. Так как она умела, вот она сначала погоны шили, потом стали погоны солдатские, а потом уже погоны стали для военнослужащих, которые офицерского состава. Потом у них вообще воинские, то, что для войны, ликвидировали, потому что, видно, поближе на Западе стали этим заниматься. Они так отложенные работы работали. Рубашки, там, кальсоны шили, все, что нужно солдату, все они занимались. Так как отец был военный, когда нам дали квартиру на Смолиной улице, и сразу же выписали дрова. Привезли дрова. И вообще, когда он был в армии, потом по ранению приехал, и всегда обеспечивали дровами. Была у нас печка. Самое главное, когда мы приехали, у нас была квартира. Прихожая, умывальник, коридор, кухня, кладовка и 2 больших комнаты. Я даже не знаю, какой комнатур, такая большая. А потом из Кяхты приехала папина сестра. Она приехала с 2 детьми. И все мы помещались в этой квартире. Потом, после войны, когда отец пришел, сестра уехала. Она уехала в Иркутск, а мы остались в Улан-Удэ. И потом поступила в финансовый институт в Иркутск. В Иркутске закончила. А раньше так бы, закончил институт, дадут тебе путевку в СУП. Дали мне путевку на Сахалин. И я поехала на Сахалин. Но вы представляете, Сахалин в 1956 году. Японские эти лачуги. Приехала туда. Определили, работала я в лесной промышленности. А там в то время было очень много северных корейцев. Они заготавливали лес для себя и увозили
в Северную Корею. Ну, потом проработала я 5 лет. Ну, 3 года сначала проработала, мне дали отпуск, полгода. Я поехала, путевку дали. Дали путевку в Симферополь. Приехала я в Симферополь, мне говорят, сдавайте вещи на склад. Я говорю, а как? Получайте мешок, спальный, костюм для туриста и сапоги. И пойдете вы 157 километров по Крыму. В общем, мы шли из Симферополя до Ялты. Ну, там определенные были периоды. Вот, например, прошел сутки, ну, там было специально приготовлено, давали спать, кормили до утра. Утром накормят, и опять мы пошли. И когда мы подходили к Ялте, ехал какой-то мужчина с ребенком. Он ей говорит, папа, посмотри-ка, говорит, военнопленные идут. Доехали мы до Ялты, вернее, Айпетри. Нас повели к горе Айпетри, сказали, что будете спускаться на канатах. Ну, спускались мы. А потом в Ялте для нас было все приготовлено, и мы еще 2 недели жили в Ялте. Вот такое вот первое путешествие было по Крыму. Ну, а когда я приехала сюда, ну, устроилась работать я на хладокомбинат. И на хладокомбинате я проработала 45 лет. Ну, так как я закончила финансовый институт, и работала я почти 35 лет главным бухгалтером на хладокомбинате. А раньше хладокомбинат, была такая система. Мясокомбинат продавал все, что угодно. А учет вел хладокомбинат. Вы представляете? Такая. А потом там же еще были заготовки для военных. Вот, например, залаживали мясо на 3 года. Это для военных служащих, для солдат, для армии. И консервы также закладывали на 5 лет. А потом давали, вот придет, 3 года пройдет, давали разрешение выпустить. Потом выпускали, и все военнослужащие разбирали. Вот такая система была. Я никуда не ездила. У меня была группа 2. Я знала дислокацию войск. И меня никуда не пускали. Мне было 76 лет, когда я ушла с работы. И после работы я еще 10 лет не имела права никуда ездить. Я никуда не ездила, только в пределах России. Но в России я все объездила, все города. Потому что, видите, хладокомбинат – это такое предприятие, Росмясомолторг. Мясом, рыбом и молочными продуктами занимались. И у нас центр был в Москве. И мы каждый квартал ездили в Москву. А кроме этого, нас в течение квартала раза 2 или 3 вызывали в Москву на совещание. Потому что, знаете, продукты – это главное было в то время. Однажды я купил путевку в Польшу. На польской границе меня сняли. Сказали, что нет, нельзя. Все, и я нигде не была за границей. Я когда приехала на Сахалин, меня спрашивают, какой вы национальности? Я говорю, я не знаю. Ну, а там главный бухгалтер говорит, смесь бульдога с носорогом. Отец у отца отец был осетин, бабушка русская. Все родственники жили в Ставрополе. Но так как отец военный, его куда отправляли, туда он ехал. Служил в Саракосовске. Ну вот отправили туда, в монгольскую границу, в саму Монголию я точно не знаю, потому что отец такими подробностями не рассказывал. Но потом, после ранения, он работал шофером, потому что когда он
был в Монголии, он ездил сам. Он рассказывал, что он ездил, какие-то машины были, спицы были деревянные. И когда он приехал сюда после ранения, ну, родственники приглашали в Ставрополь, он отказался. Вот он говорит, сплошные степи, меня это не устраивает. И он остался в Улан-Удэ. Ну, занимался рыбалкой. А потом, когда ушел на пенсию, у него был друг, какая-то деревня была на Байкале. И вы представляете, он ездил в эту деревню на велосипеде. Раньше же автобусов не было. Это только попутную машину. Это же после войны сразу. И вот он ездил к этому старику. И вот он с этим стариком рыбачил. И он много лет ездил. А потом, ну, дело, конечно, к старости. Не стал уже ездить. Рыбачил здесь, на Селенге. Охотой уже не занимался, потому что охота это сложно было. Мать была чешка. Но отец, ну, как рассказывал, в Чехословакии у нее отец был дипломат. Ну, и, в общем, отец как-то познакомился с ней. За 3 дня они все поженились. И всю жизнь, 50 лет они прожили. Ну, вот я что из жизни скажу. Вот, например, на трое детей мы никогда не слышали, чтобы отец с матерью ругались. Где они ругались, о чем они спорили, мы тоже не знаем. Всегда у нас тихо было, спокойно. Ну, характеры такие. Люди же с разными характерами лучше сходятся, чем с одинаковыми. Сестра закончила мединститут. После направления она тоже работала на Сахалине, но только в другом городе. А после Сахалина она закончила аспирантуру, защитила диссертацию и не захотела ехать на Сахалин. А ей сказали, любой город севера. И она уехала в Воркуту. До самой смерти она жила в Воркуте. А брат у меня, он служил в армии. После армии он устроился учиться в Иркутск. Ну и там его погиб он. Он ехал на мотоцикле, машина сбила. Все, насмерть. Но потом родился еще один ребенок в 43-м году. Мать относилась к этому ребенку не так. Вот я была взрослее, через 13 лет я же видела, как мать относится, как она относилась к нам, как относилась она к этому ребенку. Она вообще, знаете, он у нее на первом месте был. Он закончил школу, первую школу, получил направление в Хабаровск, и там работал. Работал он в лесной промышленности. Он был президентом Дальнерспрома. А в 2002 году он умер. У него был рак легких. Сейчас вот поколение, вот посмотришь, занимается спортом. В свое время, когда я ходила на коньках, потом поехала в Иркутске, залетела в щель. У меня сотрясение мозга. Мне за 2 года сказали, что нельзя учиться. Ну, потом я все-таки закончила. Потом стала играть в баскетбол. Во Владивостоке была, там такая женщина, высокая такая девица, толкнула меня плечом, я в батарею ударилась головой. Вот опять сотрясение мозга. Но потом приехала, когда домой сюда была, стала ходить на лыжах. И потом вот эти появились палочки. На палочках проходила 12 лет. Вот только кончила, когда сломала руку. Скандинавская ходьба. Я ходила от начала до самого... С 12 лет... 12 лет я ходила, скандинавской ходьбой занималась. Я живу на Профсоюзной улице, спускалась мимо этих народного рынка, набережную. И по набережной ходила от народного рынка до церкви. Там раньше хотели делать пляж. Его засыпали. Ну и стали ездить машины, и мы стали вот так в круговую ходить. Всю жизнь я занималась спортом. А в библиотеку, знаете, когда я
совсем случайно в республиканской городской библиотеке случайно пришла послушать. Ну, а там Наталья Семеновна, я с ней познакомилась, она и говорит, вот мы ходим в народное творчество. И пригласила меня. Ну, пригласила. Ну, в народное творчество я, может быть, ходила 6 или 7, может быть, 10 лет, я уже не помню. Вначале там так, кто занимался бисероплетением, кто делал шерсть, ну, по-бурятски как-то иголки тыкали и получали какие-то вещи. Я вот, например, получала одну розу, потом там сердце. В общем, все мы занимались, все, кому что нравилось. Ну, а всю жизнь я занималась шитьем и вышиванием. Но у меня много вещей, которые раньше пользовались, а сейчас уже не пользуются. Сейчас уже все это нужно кому-то раздавать. Во-первых, я молодежи желаю здоровья, долгих лет жизни. Молодежь сейчас у нас прогрессивная. Они больше знают того, что мы приобрели в возрасте. И лучше относиться к старшему поколению. Всем здоровья, благополучия и мира в России.